Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Как обезопасить свое здоровье в период подъема заболеваемости ОРВИ и пандемии коронавируса? Каков алгоритм действий в случае возникновения признаков болезни? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Это главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Снежана Слепцова. Снежана Спиридоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, главный вопрос, который волнует больше всех. Какие способы распознать коронавирус существуют? И есть ли какие-то именно характерные, присущие только этому заболеванию признаки? Да, новая инфекция, вызванная коронавирусом COVID-2019, как мы сейчас говорим, имеет очень схожую симптоматику с гриппом. В первую очередь повышается температура. Это примерно 80-90% заболевших жалуются на повышение температуры. Это может быть кашель, кашель чаще сухой или очень со скудной мокротой, общее недомогание. Ну и в тяжелых случаях может присоединиться пневмония с дыхательной недостаточностью. Здесь надо отметить, что все-таки у большинства больных коронавирусная инфекция протекает по типу ОРВИ легкого течения. Но у нас существуют определенные группы риска, так же как и при гриппе. Это лица старше 65 лет, это те люди, которые имеют какие-то хронические заболевания бронхолегочные, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет или длительные какие-то иммунодефицитные состояния. Вот у этой категории лиц как раз может развиться тяжелое течение заболевания. Поэтому в профилактических мероприятиях мы, конечно, основной упор делаем на эту категорию. Вот если брать грипп или ОРВИ, то там более-менее с первых дней заболевания уже все понятно, симптомы появляются. Но новый вирус, насколько я знаю, славится, скажем так, более длительным инкубационным периодом. Какова его длина? Вообще инкубационный период, я поясню нашим телезрителям, да, что это тот период с момента возникновения вируса возбудителя до развития первых клинических симптомов. То есть в инкубационном периоде нет никаких симптомов. Этот период при данной инфекции длится от 2 до 14 дней. И поэтому все профилактические мероприятия, карантин накладывается именно на этот период, 14 дней. В этот период человек не имеет никаких клинических проявлений, но он может являться источником инфекции. То есть 2 недели человек, не подозревая о том, что он заражен, может благополучно ходить и эту заразу, грубо говоря, разносить. Да, но, конечно, здесь обязательно надо думать об анамнезе, в частности, эпидемиологическом анамнезе, потому что обычно сейчас вот эти люди у нас указывают на то, что они были на территориях, где есть неблагополучие, да. Если это в первые наши месяцы, дни, это были 4 страны, то на сегодняшний день более 150 стран, к сожалению, уже вовлечено вот в эту, скажем, пандемию планетарного масштаба. Что делать, если признаки ОРВИ все-таки появились? Конечно, помимо того неблагополучия вот по коронавирусной инфекции COVID-2019, мы на сегодняшний день имеем сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, острыми респираторными заболеваниями, поэтому мероприятия они должны быть четко у нас распределены. Во-первых, если есть симптомы ОРВИ, лучше, конечно, в любом случае самоизолироваться, сообщить об этом по месту работы, значит, медицинскую организацию, к которой вы территориально прикреплены. И, значит, обязательно выяснить, да, надо у человека, ездил ли он на те территории, где имеется случай заболевания коронавирусной инфекцией, или имел контакты с больным. Только в таком случае мы можем думать, что, возможно, здесь есть, в общем-то, подозрение на эту инфекцию. Но если это типично ОРВИ, все равно человек сидит дома на охранительном режиме и принимает стандартную противовирусную терапию, рекомендованную доктором. Если все-таки есть угроза возникновения каких-то осложнений по типу одышки, угроза развития пневмонии, да, то, конечно, обязательно надо обратиться к доктору в медицинскую организацию. Вот если человек подозревает, что он контактировал с носителем вируса, решение о самоизоляции нужно принимать самостоятельно, я так понимаю. Да, решение о самоизоляции принимается самостоятельно. В кратчайшие сроки должен быть выполнен звонок на горячую линию нашего министерства. Она работает круглосуточно у нас, или в медицинскую организацию, или в скорую помощь, да, при наличии каких-либо проявлений. Там конкретно уже индивидуально подберут вот этот алгоритм действий
И, значит, надо помнить, что прежде всего это наша гражданская ответственность, потому что мы должны думать не только о себе, мы должны думать о своем окружении, о тех, кто рядом, особенно о тех, кто относится к группе риска. И вот только общими, наверное, согласованными такими усилиями мы сможем вместе преодолеть вот этот достаточно сложный период. Поликлиники в каком режиме работают сейчас? Не закрываются ли? Ограничивают ли поток посетителей? Стоит ли планово посещать поликлиники, если возникла необходимость? Или все-таки лучше вызвать врача на дом? Да, вопрос, конечно, актуальный. Действительно, в настоящее время все поликлиники, что в городе Якутске, что во всех у нас районах, работают в штатном режиме. Единственное, сейчас не проводятся диспансерные осмотры. И с учетом вот этой ситуации надо минимизировать все походы, визиты к врачу. Все, что можно решить по телефону, надо решать вот дистанционно. Ну, говоря о дистанционном решении проблем, в каких случаях больничный лист могут выписать человеку дистанционно? Если есть подозрение на коронавирусную инфекцию или есть подозрение вот даже просто на контакт, то с момента звонка на горячую линию фиксация идет о самоизоляции вот этого человека, да, и, значит, оформляется больничный лист. Он оформляется дистанционно, то есть ходить в поликлинику не надо. Но это только в случае с коронавирусом или какие-то другие заболевания тоже можно, ну, скажем так, диагностировать по телефону или пригласив врача на дом. Но это касается, конечно, коронавируса. А в случае других инфекций врач может выехать, не только инфекции, вернее, какого-то соматического заболевания, обострения, да, врач выехать на дом, если это возможно, и, значит, тоже открыть больничный лист без визита именно в медорганизацию. Только по экстренным случаям человек может обращаться в лечебное учреждение на сегодняшний момент. Есть ли какие-то категории граждан, работников, которые в обязательном порядке должны сдать тесты на наличие коронавируса? И как обстоит ситуация вообще с наличием этих тестов? Достаточно ли их у нас в городе, в республике? Да, на коронавирусную инфекцию у нас проводится специфическая диагностика. Это тест-системы, которые обладают достаточно высокой чувствительностью. Да? Они разработаны нашими как бы, исследователями из НПО «Вектор». Это город Новосибирск. Практически каждый город сейчас делает эти значит, диагностические процедуры, но необходимо все равно подтверждение в головном офисе, это в самом Векторе. Значит, кто должен обязательно сдать этот анализ? Это те лица, которые прибыли из неблагополучной территории за 14 дней, скажем, да, то есть до 14 дней. Во-вторых, это те люди, которые имеют какие-либо проявления ОРВИ, но при этом тоже прибыли вот из этих неблагополучных территорий. И третье – это те, кто имел контакты с лицом, у которого подтверждена коронавирусная инфекция. Исследование самостоятельно не проводится, это назначает только доктор. Но вот сегодня у нас уже была информация, что в ближайшее время у нас запустится еще одна лаборатория, помимо ФБУС, которая только от медорганизации принимает анализ, где любой как бы, гражданин республики может сдать на первых порах самостоятельно. Но, конечно, потоки будут в первое время ограничены. Запас резервный тест-систем имеется в республике. То есть, если вот на всякий случай, прям вот чтобы спокойно да, спалось, конечно, можно прийти и можно этот анализ прийти сдать. будет, но об этом будет объявлено, наверное, чуть позже. И действительно, вот при таких каких-то сомнениях можно получить результат у нас на месте. Ну, если говорить о вирусах в целом, то какие рекомендации можно дать нашим телезрителям, чтобы себя от них обезопасить? Конечно, в первую очередь это все-таки ограничение посещений мест массового скопления людей. Это обязательно. Поэтому у нас при возможности работодатель дает разрешение на удаленную работу, да, удаленный доступ к своей работе. Для обучающихся введено дистанционное обучение. Это очень правильная мера, потому что мы минимизируем все риски. Во-вторых, конечно, это проветривание помещений. Это надо соблюдать влажность помещений, да, где-то 40-50%. Масочный режим, носить маски или марлевые повязки, которые надо менять каждые 2 часа. Обязательно, конечно, это обработка помещений, влажная уборка, обработка, значит, перил, дверей, ручных, как
Дверных ручек. Дверных ручек, да, и, значит, обработка тех предметов, с которыми мы постоянно соприкасаемся, спиртсодержащими, можно салфетками, не салфетками, это наши сотовые телефоны, ручки, ключи, клавиатура компьютера, все это должно обязательно обрабатываться. Ну а если говорить о жилых помещениях, где мы живем, как дома вести профилактику этого заболевания, и как дома, кроме проветривания? Ну, в первую очередь, конечно, это личная гигиена. Мы не забываем, что нужно обязательно, чем чаще, тем лучше, мыть руки с мылом. Если в настоящее время у нас нет доступа к этой процедуре, значит, это иметь с собой влажные дезинфицирующие салфетки. Ну и, конечно, дома что еще нужно? Это дезинфекция часто используемых предметов домашнего обихода, это смена ежедневная полотенец или использование бумажных полотенец. Ну и что бы вы могли посоветовать в завершении нашей беседы гражданам, чтобы сохраняли все-таки спокойствие и не поддавались панике? Вы знаете, прежде всего надо помнить, что мы ежегодно сталкиваемся с сезонным подъемом острых вирусных заболеваний, гриппа. Коронавирусная инфекция, она тоже относится к разряду этих вирусных инфекций. Действительно, 80% протекает в легкой форме. Но риски, значит, тяжелых осложнений увеличиваются с увеличением возраста человека. Поэтому наша первоочередная задача защитить вот наши группы риска. Это зависит от каждого из нас. Если мы живем в семьях, значит, мы тоже должны беречь себя, чтобы не допустить вот эту инфекцию там, где у нас есть пожилые родители или лица, которые имеют вот какие-то хронические заболевания. Это главное. И, конечно, надо помнить, что любая паника, тревожность населения, она к чему хорошему не приводит. Надо сохранять спокойствие. И нагрузка повышенная на медицинские организации, иногда она даже может быть необоснованная, да? Она может вести к перегрузке работы, и помощи могут лишиться действительно кому она действительно нужна. Поэтому все в пределах разумного. Беречь себя, беречь своих окружающих, но в то же время не терять бдительности. Снежана Спиридоновна, огромное спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Благодарю вас за беседу. О ситуации с коронавирусом и его профилактике мы говорили сегодня с нашим гостем. Это главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Снежана Слепцова. До встречи в эфире.